Чувашский путешественник Никита Васильев совершил остановку в Канске. В наш город он прибыл накануне и остался на ночлег, чтобы познакомиться с новым для себя местом пребывания. 24-летний житель Чебоксар стартовал 8 месяцев назад и за это время проехал более 10 тысяч километров. Побывав в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, посетил Алтай, Новосибирскую область и вот теперь оказался в Красноярском крае и в Канске. Свое путешествие молодой человек предпочитает называть кочевьем. Передвигается на велосипеде, живет в палатке, как сам говорит, в спартанских условиях. Вообще, мой путь идет на Дальний Восток, на Владивосток, но это не конечная точка, это такой город, как бы перевалочный пункт, можно сказать. Дальше у меня будет опять зимовка уже, но это будет другая история. До этого просто еще далеко, нужно доехать до Дальнего Востока. Добравшись до Востока, путешествие не закончится. Не исключено, что Никита Васильев потратит еще столько же времени на зимовку, но уже, скорее всего, за границей России. Интерес к кочевничеству вызван еще и любовью к географии. Будущий учитель решил собрать достоверную информацию и познать все на своем опыте, чтобы потом поделиться им. Но прежде увидеть все своими глазами. В жизни не хватит на всю планету в том темпе, в котором я передвигаюсь. Если у меня вот 8 месяцев на такой маршрут ушел, а галопом не хочется проезжать быстро, все-таки хочется пообщаться с людьми, познать город, маленькие городки, интересно все-таки, какой менталитет у людей. Дома путешественника ждет семья, мама, папа и сестра. Друзья у человека без границ остаются практически в каждом городе, но и без внимательности и осторожности тоже нельзя. Из средств защиты у нашего героя перочинный нож, и то только для нарезки продуктов. Надеется больше на силу мысли и прекрасное настроение. Не спартанские условия, ни ночевки в лесу в палатке, ни питание порой одними крупами не мешают кочевнику быть счастливым и идти к достижению своих целей.